Можете присаживаться. Знаете, говорят, что от любви до ненависти один шаг. Ziniet, saka, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis. Я с этим не согласен, Es tam nepiekrītu, но сегодня мы посмотрим одну библейскую историю, где, похоже, так и происходит. bet šodien mēs paskatīsimies vienu Bībeles stāstu, kur izskatās, ka tas tā arī notiek. Это история из жизни Иисуса, Tas ir stāsts no Jēzus dzīves, где история начинается со слов: «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него». Šīs stāsts sākās ar tiem vārdiem, ka viņš runāja tos vārdus, daudzi sāka viņam ticēt. А заканчивается эта история словами: «Тогда взяли камни, чтобы бросить на Него». Un beidzās šīs stāsts ar to, ka tad paņēma akmeņus, lai mestu viņam. И это те же самые люди. Tie bija tie paši cilvēki. Сначала история начинается с того, что они как будто бы верят в Иисуса. No sākuma šīs stāsts sākās ar to, it kā viņi tic Jēzum. Проходит буквально 30 стихов, Paiet burtiski 30 panti. и они берут камни, чтобы бросить в Иисуса. Un viņi ņem akmeņus, lai apmetātu Jēzu. Вот похоже, что от любви до ненависти один шаг. Un izskatās, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis. На самом деле это не совсем так. Īstenībā tas tā nav. И сегодня я бы хотел поговорить об этом. Un šodien es gribētu par to parunāt. Как так может быть, Kā tā var būt? что эти люди сперва верят в Иисуса, Ka šie cilvēki no sākuma tic а Jēzum, потом в конце готовы бросить в него камни? bet pēc tam beigās ir gatavi mest viņam akmeņus. Давайте прочитаем эту историю. Izlasīsim šo stāstu. Это Иоанна 8 глава. Tas ir Jāņa 8. nodaļa. И будем читать с 30 стиха до конца главы. Un lasīsim no 30. panta līdz nodaļas beigām. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин, и что в тебе бес?» И Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». И сказали ему иудеи: «Теперь узнали мы, что в тебе бес. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю,
то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Тогда взяли камни, чтобы бросить на него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Вот такой интересный разговор. Tāda interesanta saruna. В этом разговоре между Иисусом и иудеями я бы хотел отметить проблему всех людей. Šajā sarunā starp jūdiem un Jēzu es gribētu atzīmēt visu cilvēku problēmu. Проблема, которая общая у всех. Problēma, kas ir kopīga visiem. И тогда мы поговорим о том, как Иисус решает эту проблему. Un tad mēs parunāsim par to, kā Jēzus atrisina šo problēmu. Начнем с того, что эти иудеи, с которыми здесь Иисус разговаривает, они имеют видимость веры изначально. Sāksim ar to, ka tie jūdi, ar kuriem šeit Jēzus sarunā, viņiem ir tā ticība no sākuma. В контексте Иисус находится в Иерусалиме на празднике. Kontekstā Jēzus atrodas Jeruzalemē svētkos. И там Он проповедовал в храме. Tur viņš sludināja templī. Он говорил о том, что Он есть свет мира. Viņš teica, ka viņš ir pasaules gaisma. Он говорил: всякие жаждущие, приходи ко мне и пей. Viņš teica, lai katrs, kam slāps, nāk pie viņa un dzer. И там были люди, которые слышали эти Его слова. Tur bija cilvēki, kuri dzirdēja šos viņa vārdus. И видно, что что-то им в этих словах понравилось. Un var redzēt, ka viņam kaut kas patika šajos vārdos. И в заключении мы читаем, когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Un nobeigumā mēs lasām, kad viņš tādus vārdus teica, daudzi ticēja viņam. И если мы останавливаемся просто здесь, Un, ja mēs vienkārši šeit apstājamies, то похоже, что они действительно верят. tad izskatās, ka viņi patiešām tic. Но на самом деле их вера оказывается очень поверхностной. Bet īstenībā viņu ticība ir tāda pavirša. Если вы читаете Евангелие от Иоанна внимательно, то вы замечаете, что это не впервые. Ja jūs uzmanīgi lasat Jāņa evaņģēliju, tad jūs pamanāt, ka tas nav pirmo В reizi. Евангелии от Иоанна часто такое происходит. Ļoti bieži notiek tas Jāņa evaņģēlijā. Что люди, которые идут за Иисусом, они имеют видимость веры. Kad cilvēki, kuri seko Jēzu, viņiem ir tikai tā redzamā ticība. А настоящей веры у них нет. Bet īstās ticības viņiem nav. Уже во 2 главе мы читаем, Jau 2. nodaļā mēs lasām, что Иисус совершал различные чудеса, ka Jēzus darīja dažādus brīnumus. и многие люди в Него верили. Un daudzi cilvēki viņam ticēja. Однако, Bet tomēr там сказано интересно, tur ir interesanti teikts, что Иисус в себя не вверял этим людям. ka Jēzus šiem cilvēkiem neusticēja sevi. То есть Он не доверял этим людям. Viņš neusticējās viņiem. Они верили в Него, Viņi ticēja viņam, но Он им не доверял. bet viņš viņiem neticēja. Почему? Kāpēc? И там Иоанн дает нам ключ. Un te Jānis mums dod atslēgu. Он нам говорит, потому что Иисус знал сердце каждого человека. Viņš saka, ka Jēzus zināja katra cilvēka sirdi. Снаружи они верят в Иисуса. У них есть все признаки верующего. Снаружи. No ārpuses viņi tic Jēzum un viņiem ir visas tās pazīmes ticīga cilvēka. Но внутри этой истинной веры у них нет. Bet iekšā šīs patiesas ticības viņiem nav. И Иисус это знает. Un Jēzus to И zina. Он не доверяет себя этим Un людям. viņš neuztic sevi šiem cilvēkiem. Также в 6 главе, Arī 6. nodaļā, когда был праздник Пасхи, kad bija Lieldienas, когда иудеи должны были идти в Иерусалим на праздник, kad jūdiem vajadzēja iet uz Jeruzalemi svētkos, целая толпа, тысячи народа пришли к Иисусу. liels pūlis, 1000 cilvēki nāca pie Jēzus. Интересно, почему-то они не шли в Иерусалим, они пришли к Иисусу на праздник Пасхи. Viņi negāja uz Jeruzalemi, bet pie Jēzus gāja uz Lieldienu svētkiem. И тоже кажется Иисусу огромный успех. Un arī liekas, ka Jēzum ir milzīga veiksme. Тысячи людей собрали, чтобы послушать Его проповедь. 1000 cilvēki sapulcējās, lai klausītos viņa svētru. Многие назвали бы это пробуждением. Daudzi to sauktu par atmodu. Однако Иисус им говорит: Un tomēr Jēzus viņiem saka, я знаю, почему вы приходите ко мне. es zinu, kāpēc jūs nākat pie manis. Потому что вы ели хлеб и насытились. Jo jūs ēdat maizi un bijāt paēdināti.
Вы не пришли, потому что вы действительно верите в меня. Jūs neatnācāt tikai tāpēc, ka jūs patiešām ticat man. Нет, вы пришли, потому что вы ели мой хлеб и наелись и хотите еще. Nē, jūs atnācāt pie manis tāpēc, ka ēdāt manu maizi, bijat paēdināti un gribat vēl. И тогда все эти тысячи народа оставляют его. Un tad šī tūkstoši cilvēku atstāja viņu. Остаются только 12. Paliek tikai 12. И он им говорит, вы тоже хотите уйти? Un viņš arī viņiem jautā, vai arī jūs gribat aiziet. Конечно же, они не ушли, но видите, эта тема в Евангелии от Иоанна снова и снова повторяется. Protams, viņi neaizgāja, bet redziet, šī tēma Jāņa evaņģēlijā vēl un vēl atkārtojās. Есть много людей, которые снаружи кажутся действительно верующими в Иисуса. Ir daudzi cilvēki, kuri no ārpuses izskatās, ka patiešām viņi tic Jēzum. А на самом деле Bet īstenībā это будут те же самые люди, которые будут брать камни, чтобы бросить в него. tie būs tie paši cilvēki, kuri ņems akmeņus un apmētās viņu. Ну и, конечно же, Иуда, Protams, Jūda, который часть 12, kurš ir daļa no Učenikov. 12 mācekļiem. он тоже предаст Иисуса. Viņš arī nodos Jēzu. И Иисус видит сердце людей. Jēzus redz cilvēka sirdis. Он видит то, что нам, человеческим глазам, незаметно. Viņš redz to, ko mēs ar savu cilvēka acīm nevaram pamanīt. И в этой истории происходит то же самое. Un šajā stāstā notiek tieši tas Есть pats. люди, которые слышат Его проповедь, Его Слово. Ir cilvēki, kuri dzird viņa svētkrunu, viņa Что-то им, vārdu. что-то им нравится в этой проповеди, Kaut kas viņiem patīk šai svētkrunā, и они верят Ему. un viņi tic viņam. Но Иисус начинает с ними разговор, Bet Jēzus uzsāk sarunu ar viņiem. и Он знает, что сказать и как сказать. Un viņš zina, ko un kā pateikt. И в конце концов Иисус срывает с них маску. Un galu galā Jēzus nolarauj no viņiem masku. И видно, кто эти люди на самом деле. Un var redzēt, ka šie cilvēki ir īstenībā. И они берут камни, чтобы бросить в Иисуса. Un viņi ņem akmeņus, lai mestu uz Jēzu. Дело не в том, что от любви до ненависти один шаг. Lieta nav tā, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis. Дело в том, что любви там никогда не было. Lieta ir tāda, ka tur nekad nebija tās mīlestības. Дело не в том, что они любили Иисуса, верили в Иисуса, Lieta nav to, ka viņi ticēja un mīlēja Jēzu, а потом передумали. un pēc tam pārdomāja. Нет, они изначально имели фальшивую веру. Jā, viņiem no paša sākuma bija melīga ticība. Они изначально верили по другим причинам. Viņi no sākuma ticēja citu iemeslu dēļ, И Иисус это раскрывает. un Jēzus to atklāja. Он раскрывает их неверие. Viņš atklāja viņu neticību. И тогда Он начинает с ними разговор. Un tad viņš uzsāk ar viņiem sarunu. И Он говорит им такие слова. Un viņš saka viņiem tādus vārdus. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Ja jūs paliksiet manā vārdā, jūs esat patiesi mani mācekļi. И тогда Un tad вы познаете истину, jūs zināsiet patiesību. и истина сделает вас Un свободными. šī patiesība darīs jūs brīvus. И они Его слушают и не понимают. Viņi klausās un nesaprot viņu. В смысле свободными? Kādā nozīmē brīvi? Мы и так свободны. Mēs arī esam brīvi. Мы никогда не были никому рабом. Mēs nekad nekam nebijam nevienam par vergu. Хотя исторически, конечно же, это неправда. Protams, tas nav pareizi. Они были в Египте рабами, Viņi bija Ēģiptē par vergiem, потом Вавилон, Ассирия. pēc tam Bābele, Но Иисус не об Asīrija. этом говорит. Bet Jēzus nerunā par to. Он говорит о духовном рабстве. Viņš runā par garīgo Он verdzību. говорит им о том, что им нужно Viņš saka, ka viņiem ir nepieciešams освободиться из духовного рабства, в котором они находятся. atbrīvoties no grēcīgas verdzības, kur viņi atrodas. И он говорит, всякий делающий грех есть раб Un viņš греха. saka, ka katrs, kurš dara grēku, ir grēka vergs. Видите, оказывается, грех – это рабство, а не свобода. Tātad grēks, tā ir verdzība, nevis brīvība. Зачастую люди мыслят иначе, не правда ли? Ļoti bieži cilvēki domā savādāk. Иногда кажется, что нет, грех – это как раз-таки свобода. Dažreiz liekas, ka nē, grēks tā ir brīvība. Свобода от каких-то правил, свобода от каких-то рамок, которые ставят вокруг тебя. Brīvība no kaut kādiem noteikumiem, rāmjiem, ko liek tev apkārt. Я могу говорить что угодно, Es varu runāt, ko vien vēlos, я могу делать что un угодно, varu darīt, ko gribu. я могу жить с кем угодно, Es varu dzīvot, ar ko vien gribu, могу жить как un угодно, gribu dzīvot, kā gribu, ведь я свободен. jo es esmu brīvs. У меня нет никаких рамок, которые меня сдерживают. Man nav nekādu rāmju, kas mani notur. А вот у вас
Bet jums, вы, кто ходите в церковь, jūs, kas apmeklējat draudzi, вы верующие люди. jūs ticīgi Вот у cilvēki, вас там куча запретов. jums tur tik daudz aizliegumu, Вот у вас там куча правил. jums tur daudz И noteikumu. нельзя это, и нельзя то. Да какая же это свобода? Nedrīkst to, nedrīkst šito, kāda tā ir brīvība. Зачастую люди так именно и мыслят. Ļoti bieži cilvēki tā vien arī domā. Я свободен, Es esmu brīvs, поэтому я делаю, что я хочу. tāpēc es daru, ko gribu. А Иисус говорит, нет, наоборот. Bet ja es saku tieši otrādi. Кто делает грех, тот раб греха. Tas, kas dara grēku, tas ir grēka vergs. На самом деле это свобода, это лишь иллюзия. Protams, tā brīvība īstenībā ir tikai kā ilūzija. Такой человек, он живет в рабстве. Un tāds cilvēks dzīvo verdzībā. В рабстве собственных желаний. Personīgo vēlmju verdzībā. В рабстве своих похотей. Savu iekāru verdzībā. В рабстве греха. Grēka verdzībā. Такой человек не способен отказать себе в своих желаниях. Tāds cilvēks nespēja atteikt sev savās vēlmēs. Когда возникает какое-то желание, Kad parādās kaut kāda vēlme, неважно, хорошее или плохое, nav svarīgi laba vai slikta, вовремя или не вовремя, laicīgi vai neīstajā laikā, но его нужно исполнить. bet to vajag izpildīt. Почему? Kāpēc? Потому что человек в рабстве своих желаний. Jo cilvēks ir savu vēlmju verdzībā. Человек, который по-настоящему свободен, Cilvēks, kurš patiešām ir brīvs, это человек, который может сам себе отказать, tas ir cilvēks, kurš pats sev var atteikt, у которого может возникнуть какое-то желание, kuram var parādīties kaut kāda vēlme, и он говорит, нет, un viņš saka, nē, самоконтроль. paškontrole. Вот такой человек, он свободный. Tāds cilvēks ir brīvs. А человек, который постоянно исполняет свои желания и не может сам себе отказать, Bet cilvēks, kurš visu laiku piepilda savas vēlmes un nevar pats sev atteikt, вот этот человек в рабстве. tas cilvēks ir vergs. И ему кажется, что он свободен, потому что делает все, что хочет. Un viņam liekas, ka viņš ir brīvs, jo viņš var darīt visu, ko vien grib. А на самом деле он служит своим же желаниям. Īsnībā viņš kalpo sava paša vēlmēm. И, конечно же, следовательно, Un, protams, слова Иисуса не вмещаются уже в этих людей. Jēzus vārdi nevar ietilpt šajos cilvēkos. Иисус говорит, Слово Мое не вмещается в вас. Un Jēzus saka, mans vārds nepaliek jūsos. Почему? Kāpēc? Потому что уже нет места. Jo tur Их vairs сердце. nav vietas viņu sirdīs. Сердце уже занято другими вещами. Sirds jau aizņemta ar citām lietām. Там уже другой господин. Tur jau cits kungs. Когда Иисус что-то человеку говорит, Kad Jēzus cilvēkam kaut ko saka, человек не будет его слушать, cilvēks nevar viņu klausīties, потому что у него уже другой господин. jo viņam jau ir cits kungs. Иисус говорил, невозможно служить двум господам. Jēzus teica, nav iespējams kalpot diviem kungiem. Либо служишь одному, Vai nu kalpo vienam, а другому нет. un citam nē, Либо наоборот. vai otrādi. Либо Иисус твой Господь, Vai nu Jēzus ir tavs kungs, либо ты раб греха. vai tu esi grēka vergs. Другого не дано. Citas iespējas nav. И вот эти вот иудеи слушают Иисуса, Un šie jūdi klausās Jēzu, и они ему отвечают, нет, мы свободны, un viņi atbild viņam, nē, mēs esam brīvi, мы дети Авраама, mēs esam Ābrahama он bērni, наш отец. viņš ir mūsu tēvs. Для них это важно, конечно же, Protams, viņiem tas ir svarīgi, потому что быть потомком Авраама означает быть наследником его обещаний, которые Бог ему дал. jo būt par Ābrahama pēcnācējiem, tas nozīmē, ka būt par viņa bērniem un pieņemt visus solījumus, ko viņš solīja. Быть наследниками благословения. Būt svētības Они mantiniekiem. говорят, мы дети Авраама. Viņi saka, mēs esam Ābrahama Они bērni. считают, что их происхождение делает их свободными. Viņi uzskata, ka viņu izcelsme dara viņus brīvus. Они думают, что у них все хорошо, Viņi domā, ka viņiem viss ir labi. потому что они принадлежат какой-то определенной группе людей И или они- к народу. Pieder kaut kādai konkrētai cilvēku vai tautu grupai. Я из хорошей семьи, Es esmu no labas ģimenes. я верующий, Es esmu ticīgs. я из верующей семьи, Es esmu no ticīgas ģimenes. я член церкви, Es esmu draudzes loceklis. я даже что-то делаю в церкви, Es pat kaut ko daru draudzē. я занимаюсь благотворительностью. Es nodarbojos ar labdarību. Вот у меня есть куча вот этих вот вещей, Man ir kaudzēm tādas lietas, которые гарантируют мне, kas man garantē, что я свободен,
ka es esmu brīvs, и что у меня все хорошо. ka man viss ir labi. И Бог меня примет, Un Dievs mani pieņems. потому что я часть вот этих людей, я часть этой группы, или я делаю вот это. Es esmu daļa no šiem cilvēkiem, es esmu daļa no šīs grupas, un es daru tās lietas. Это такие внешние вещи, на которые люди часто надеются. Tas ir tādas ārējas lietas, uz ko cilvēki ļoti bieži cer. Мы же дети Авраама. Mēs taču esam Ābrahama bērni. В другом месте Иисус говорит, не говорите мне даже, что вы дети Авраама. Citā vietā Jēzus pat saka, ka nesakiet, ka jūs esat Ābrahama bērni. Не надейтесь на это, Neceriet uz to. потому что Бог из камней поднимет потомков Авраама. Jo Dievs no akmeņiem cels Ābrahama pēcnācējus. Не надейтесь на свое происхождение. Neceriet uz savu izcelsmi. Не надейтесь на то, что вы из хорошей семьи. Neceriet uz to, ka jūs esat no labas ģimenes. Не надейтесь на то, что ваше имя записано в списке членов церкви. Neceriet uz to, ka jūsu vārds ir ierakstīts draudžu locekļu sarakstā. Само по себе это ничего не делает. Pats par sevi tas neko nedod. Важно другое. Svarīgi ir cits Нужно другое. un vajag cits. Все эти вещи — это просто иллюзия, Visas šīs lietas ir tikai на ilūzija, которую порой люди пытаются опереться. uz ko cilvēki parasti cenšas atbalstīties. Но, конечно же, в конце концов это не получается. Un galu galā viņiem tas nesanāk. Эти люди, они поверили в Иисуса. Šie cilvēki Поверили. ticēja Jēzum. По крайней мере, по видимости, поверили. Vismaz tā izskatās, ka noticēja. Но они явно не были готовы к тому, что Иисус им сказал дальше. Bet viņi nebija gatavi uz to, ko Jēzus viņam teica tālāk. Уже в конце разговора Jau sarunas beigās Иисус им говорит Jēzus viņiem saka в 58 стихе. 58. pantā: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Patiesi, patiesi, es jums saku, pirms Ābrahams tapa, esmu es. Вот после этих слов Lūk, pēc šiem vārdiem они были готовы убить Иисуса. viņi bija gatavi nogalināt Там Jēzu. же на месте. Turpat uz vietas, Без суда, bez tiesas, без судей, bez tiesnešiem, без ничего, просто сразу и на месте. bez nekā uzreiz uz vietas Убить Иисуса. nogalināt Jēzu. Что их так разозлило в этих словах? Kas viņus sadusmoja šos vārdos? Я думаю, это слова «я есть». Es domāju, tas ir tas vārds esmu es. Звучит странно, Skan как будто бы dīvaini. грамматически неправильно. It kā gramatiski nepareizi. Прежде, нежели был Авраам, No, pirms bija Ābrahams, должно же быть «я был», vajadzētu būt es biju, а не «я есть». vai nevis esmu То есть es. это грамматически неправильное предложение. Tas ir gramatiski nepareizs teikums. И что-то не сходится. Kaut kas tur nesakrīt. На самом деле здесь все правильно. Īstenībā te viss ir pareizi. Иисус делает очень сильное утверждение о себе. Jēzus šeit liek ļoti spēcīgu tādu uzsvaru par sevi. Вот вам уже высветили Исход 3 глава. Jums jau parādīja 2. Mūzes 3. nodaļa. Когда Бог обращается к Моисею из горящего куста, и Моисей спрашивает, как тебя зовут, что мне ответить народу, когда они спросят? Kad Dievs vērsās pie Mūzes no degošā krūma, tad Mūzes jautā, ko man atbildēt cilvēkiem, kad viņi man jautās. И Бог отвечает Моисею, Un Dievs atbild Mūzum: я есть сущий. Es esmu, kas es esmu. Или я есть, кто я есть, как на латышском, да? Я есть, кто я есть. И Иисус отвечает этим людям, Un Jēzus atbild šiem cilvēkiem, иудеям, jūdiem: и говорит, я есть, Esmu, es esmu, я есть. es esmu. И они понимают, что это значит. Un viņi saprot, ko tas Они nozīmē. сразу же понимают, что это значит. Viņi uzreiz saprot, ko tas nozīmē. И Иисус утверждает здесь, Šeit Jēzus apstiprina, что Он равен Богу, ka viņš ir līdzīgs Dievam, что Он сам есть Бог, ka viņš pats ir Dievs. что Он тот, кто с Моисеем разговаривал, Tas ir viņš, kas runāja ar Mūzu. что Он тот, кто Авраама призвал, Tas ir viņš, kurš aicināja Ābrahamu. что Он тот, кто сотворил весь мир. Ka viņš ir tas, kas radīja visu pasauli. Они понимают, что Иисус говорит, Un viņi saprot, ko Jēzus saka. и для них это богохульство. Un viņiem tā ir Dieva zaimošana. Как ты, человек, можешь делать себя равным Богу? Kā tu cilvēks vari līdzināt sevi Dievam? В другом месте Иисус их и спросит, за что вы меня хотите осудить? Citā vietā Jēzus viņiem pajautās, kāpēc jūs gribat mani За какое notiesāt? доброе дело вы хотите меня Par осудить? kādu labu darbu jūs gribat mani sodīt? Они говорят, не за дела твои хотим тебя осудить, Un viņi saka, ne par taviem darbiem gribam а за sodīt, то, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. bet tāpēc, ka tu būdams par cilvēku dari sevi līdzīgu Dievam.
Для них это богохульство. Viņiem tā bija dieva Это zaimošana. неприемлемо для Un иудеев. tas nebija pieņemami viņiem. И это нам много говорит о том, как они видели Иисуса. Mums daudz runā par to, kā viņi redzēja Jēzu. Иисус им нравился как учитель, Jēzus viņiem patika kā skolotājs, как чудотворец, kā brīnumu darītājs, как пророк, kā pravietis, как проповедник, kā sludinātājs, как целитель. kā Вот им dziedinātājs. Иисус так очень нравился. Viņiem Jēzus tādā veidā ļoti bija За paticis. таким Иисусом они готовы следовать. Tādam Jēzum viņi bija gatavi sekot. Но они провели четкую границу для себя. Bet viņi sev novilka skaidru robežu. Вот так далеко мы пойдем за Иисусом, Tik tālu mēs sekosim Jēzum, но не дальше. bet ne tālāk. Если ты учитель, пойдем. Ja tu esi skolotājs, iesim. Если ты целитель, пойдем. Ja tu esi dziedinātājs, iesim. Если ты пророк, пойдем. Ja tu esi pravietis, iesim. Ты будешь нашим царем даже здесь, в Иерусалиме. Пойдем. Tu pat šeit Jerusalemē būsi par mūsu ķēniņu un mēs iesim. Но ты говоришь, что ты Бог? Bet tu saki, ka tu esi Dievs? Нет. Nē, Теперь уже не пойдем. tagad vairs neiesim. Это уже слишком. Tas ir pārāk. Это уже слишком много. Tas ir pārāk daudz. Они провели четкую границу. Viņam bija skaidra robeža. Они поставили четкие условия. Viņi nolika skaidrus noteikumus. Иисус, пока ты будешь соответствовать вот этому описанию, Jēzu, kamēr tu būsi līdzīgs vai šim aprakstam, нам годится, мы следуем за тобой. mums tas der un mēs tev ejam līdzi. Но если ты начнешь говорить вот эти вещи, Bet ja tu sāksi runāt citas lietas, tās, тогда мы будем брать камни. tad mēs ņemsim akmeņus. Это вера на условиях. Tā ir ticība uz nosacījumiem. Это вера до определенной границы, Tā ir ticība līdz noteiktai robežai, но не дальше. bet ne tālāk. И подумайте об этом. Многие люди и сегодня готовы верить в Иисуса. Padomājiet par to, ka šodien arī daudz cilvēku ir gatavi ticēt Jēzum. До определенной границы. Līdz noteiktai robežai. Многим нравится учение Иисуса о этике. Daudziem patīk Jēzus māceklība par ētiku. В школах учат золотому правилу. Skolā māca zelta noteikumu. 10 заповедей даже иногда упоминаются. Pat dažreiz 10 baušļi tiek pieminēti. Люди не против этого. Cilvēki nav pret to. Людям нравится, что Иисус говорил Cilvēkiem patīk, ko Jēzus teica. о том, что нужно всех любить, Par to, ka vajag visus mīlēt, о том, что нельзя никого судить. ka nevienu nedrīkst tiesāt. Многим людям нравятся такие вещи. Daudziem cilvēkiem patīk tādas lietas. Но у них есть определенная грань, Bet viņiem ir noteikta robeža, за которую заходить уже нельзя. aiz kuras viņi vairāk neiet. Пока Иисус остается хорошим учителем этики, все Kamēr годится. Jēzus paliek par labu ētikas skolotāju, viss der. Но когда он начинает утверждать, Bet, kad viņš sāk apstiprināt, что он творец всей Вселенной, ka viņš ir visas radības radītājs, когда он начинает утверждать, что у него есть право на всю мою жизнь, kad viņš saka apgalvot, ka viņam ir tiesības uz visu manu dzīvi, когда он начинает утверждать, что он может мне указывать, kad viņš sāk apgalvot, ka viņš var man norādīt, это уже за гранью моей веры. tas jau ir aiz manas ticības robežām. Так далеко я не пойду. Tik tālu es neiešu. И вот у этих иудеев есть эта грань. Un arī šiem jūdiem ir šī robeža. Кажется, что они верят, Liekas, ka viņi tic, но только до этой границы, bet tikai līdz šai robežai, не дальше. ne tālāk. Может быть, какое-то библейское учение, Varbūt kāda bībeles mācība, может быть, мера посвящения, которую требует Иисус. varbūt nodošanas ticība, ko prasa Jēzus. Эти вот разные вещи Šīs dažādas lietas порой удерживают людей от полной веры в Иисуса. bieži vien notur cilvēkus no pilnās ticības Jēzum. Но почему так? Un kāpēc tā? И вот тут Иисус дальше, точнее, еще до этого, Он раскрывает истинное состояние этих людей. Un pirms tam Jēzus parāda šo cilvēku patiesu stāvokli. В 44 стихе. 44. pantā. Ваш отец – дьявол. Jūs esat no sātana, jūsu tēvs ir sātans, velns. И вы хотите исполнять похоти отца вашего.
И он был человекоубийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. И когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Ваш отец – дьявол. Jūsu tēvs ir velns. Или другими словами, вы дети дьявола. Vai citiem vārdiem, jūs esat velna bērni. В Евангелии Иоанна особенно это очень четко разделяется. Jāņa evaņģēlē tas īpaši un ļoti skaidri tiek atdalīts. В Евангелии Иоанна есть свет Jāņa evaņģēlijā ir gaisma и есть тьма. un ir tumsa. Есть жизнь Ir dzīve и есть смерть. un ir nāve. Есть дети Бога Ir dieva и bērni есть дети дьявола. un ir velna И bērni. между ними ничего. Un starp viņiem nekā. Только две категории. Tikai šīs divas И ты либо kategorijas. здесь, Un tu vai nu šajā pusē, либо там. vai šajā. Либо в свете, Vai nu gaismā, либо во тьме. vai nu tumsā. Либо в жизни, Dzīvē либо в смерти. vai nāvē. Ты либо дитё Божье, Vai tu esi dieva bērns, либо твой отец дьявол. vai arī tavs tēvs ir sātans. Очень четко. Ļoti skaidri. Никакой другой альтернативы. Nekādas citas alternatīvas. Не стоит воспринимать это как оскорбление. Nevajag to uztvert kā apvainojumu. Иисус не пытается их оскорбить, Jēzus necenšas viņus apvainot, обозвать как-нибудь. kaut kā apsaukāt. Вы дети дьявола. Jūs, sātana bērni. Нет, Nē, он их не обзывает. viņš neapsaukā Он viņus. говорит о их духовном состоянии. Viņš runā par viņu garīgo stāvokli, Он говорит об их принадлежности. par viņu piederību. Они не принадлежат Богу, Viņi nepieder Dievam. следовательно, Tad они принадлежат другому, viņi pieder kam citam, дьяволу. vēlnam. Все человечество делится на две группы. Visa cilvēcība dalās divās grupās. Дети Бога, дети дьявола. Dieva bērni vai vēlna bērni. Конечно, это то, что сложно принять. Protams, to ir grūti pieņemt. Многим это сложно слышать. Daudziem to ir grūti dzirdēt. Мне самому не очень приятно это говорить. Man pašam nav patīkami to teikt. Я думаю, как и каждому из вас. Un es domāju, ka katram arī no jums. Но это не оскорбление. Bet tas nav aizvainojums. Это подобно тому, как врач говорит человеку и называет его диагноз. Tas ir līdzīgi kā ar cilvēku runā ārsts un nosauc diagnozi. И, конечно, человек может ответить врачу и сказать ему: да как вы смеете? Protams, cilvēks var atbildēt ārstam un pateikt, kā jūs uzdrošināties? Как вы можете так со мной разговаривать? Kā jūs varat ar mani tā runāt? У меня нет Man nav болезней или анализов slimības каких-то. vai kādu sliktu analīžu. Точно так же здесь. Tāpat arī šeit. Иисус не обзывает этих людей. Jēzus neapsaukā šos Он не cilvēkus. унижает этих людей. Viņš nepazemo. Он раскрывает их проблему. Viņš parāda viņu problēmu. Величайшую проблему, величайшую болезнь, которая у них есть. Milzīgāku problēmu un vislielāko slimību, kas viņiem ir. Это проблема того, что они дети дьявола. Tā ir tā problēma, ka viņi ir vēlna bērni. Это звучит очень радикально. Tas Делить skan всех людей на две группы. ļoti radikāli, ka dalītu visus cilvēkus divās grupās. Это правда. Bet tā ir taisnība. Других вариантов нет. Citu variantu nav. Ты либо принадлежишь Богу, Vai nu tu pieder Dievam, либо нет. vai nē. Либо ты следуешь за Ним, Vai nu tu seko viņam, либо не следуешь. vai neseko. Либо дети Бога, Vai nu Dieva bērni, либо дети дьявола. vai vēlna bērni. А здесь сегодня в этом помещении Šodien šeit, šajā telpā, есть тоже люди, которые либо дети Бога, либо дети дьявола. Другого не дано. ir cilvēki, kuri ir vai nu Dieva bērni, vai vēlna bērni, cita nav. Только два варианта. Tikai divi varianti. И это не унижение, Un tā nav и pazemība. это не оскорбление. Tas nav aizvainojums. Это духовная истина. Tā ir garīga patiesība. Каждый из нас принадлежит либо той, либо другой группе. Katrs no mums pieder vienai vai otrai grupai. Мы либо Божьи, Vai nu mēs piederam Dievam, либо нет. vai nu nē. И дело не в том, что некоторые люди лучше других. Nav tā lieta, ka citi cilvēki ir labāki par citiem. Вот дети Божьи. Lūk, Dieva Что они bērni. о себе возомнили, что они себя так называют? Ko viņi par sevi ir iedomājušies, ka viņi sevi tā nosauc? На самом деле все люди рождаются в одной группе. Īsnībā visi cilvēki piedzimst vienā grupā. Все дети Божьи Visi Dieva bērni. однажды были Vienreiz bija детьми дьявола. vēlna bērni. Все люди.
Visi Все cilvēki. рождаются одинаково. Visi piedzimst vienādi. Все рождаются с той же болезнью внутри, Visi piedzimst ar tādu pašu slimību болезнью iekšā. духа, Gara с slimību. духовной смертью внутри. Ar garīgo nāvi iekšā. Все. Visi. Здесь нет ни одного исключения. Šeit nav neviena izņēmuma. И вот для этого Иисус и пришел. Un tādēļ arī Jēzus nāca. Он пришел, чтобы это изменить. Viņš nāca, lai to izmainītu. Он не пришел, чтобы посмотреть на людей Viņš neatnāca, lai paskatīties uz cilvēkiem и сказать им: вы дети дьявола, un pateikt, o, jūs vēlna bērni, теперь вы знаете. un tagad jūs zinat, Все. viss. Нет. Nē. Он пришел, чтобы изменить этот факт, Viņš atnāca, lai izmainītu šo faktu, чтобы исцелить эту болезнь lai внутри людей. dziedinātu šo slimību cilvēku iekšā. Иисус пришел как раз-таки для того, Un Jēzus nāca tieši tāpēc, чтобы этих детей дьявола lai šos vēlna bērnus соделать детьми Божьими. padarītu par Dieva bērniem. Для этого Он и пришел. Tādēļ viņš arī atnāca. Эта история заканчивается очень трагично. Ļoti traģiski nobeidzās šīs stāsts. Тогда взяли они камни, чтобы бросить на него. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu. И вот очень... Вы думаете, это трагично? Это еще не трагично. Jūs Вот domājat, tas ir traģiski, tas vēl nav traģiski. то, что дальше, вот это трагично. Tas, kas tālāk, tas ir traģiski. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Вот это трагично. Tas ir traģiski. Подумайте об этом. Padomājiet par to. Иисус сделал заявление. Jēzus pateica paziņojumu. Очень громкое, серьезное и смелое. Ļoti skaļu, drošu pazīmi. Я Бог. Es esmu Dievs. Я есть. Es esmu. То есть Tas ir. эти иудеи Šie jūdi пришли в храм, atnāca uz templi, в Дом Божий. Dieva namā. Кого они там встретили? Ko viņi tur satika? Бога. Dievu. Они встретились с Богом лицом к лицу. Viņi sastapa Dievu vaigu vaigā, И они подняли камни, чтобы бросить в него. un viņi pacēla akmeņus, lai mestu. Вы представляете, человек приходит в Дом Божий, чтобы поклониться Богу. Iedomājieties, cilvēks nāk Dieva namā, lai pielūgtu Dievu. Он встречается в этом храме с Богом лицом к лицу. Viņš sastap šajā templī Dievu vaigu vaigā. Видит его в этом человеческом облике Redz Иисуса Христа. viņu šajā cilvēka tēlā, Jēzu Kristu. И тогда берут камни, чтобы бросить в него. Un tad ņem akmeņus, lai mestu viņam. И что потом происходит? Un kas pēc tam notiek? Этот Бог Šis Dievs покидает храм. atstāja templi. Он уходит из своего дома. Viņš aiziet no savas mājas. Он уходит из храма. Viņš iziet ārā. Слава уходит. Slava aiziet. Присутствие уходит. Klātbūtne pazūd. Остается пустой дом. Paliek tukša māja. Вот это трагично. Tas ir traģiski. Однако такое уже случалось. Bet tas jau bija noticis. Уже случалось. Tas jau bija noticis. В первой книге Царств такое случалось, Tas notika 1. Samuela grāmatā, когда ковчег забрали филистимляне, kad šķirstu savāca filistieši и слава ушла. un gods atstāja. Такое было, когда Иерусалим разорили, Tas notika, kad Jeruzāleme tika когда sapostīta увели иудеев в плен, un kad jūdus aizveda gūstā. и храм разрушен был, Un templis bija и iznīcināts. пророк Иезекииль видит видение, Un pravietis Ecehēls redz redzējumu, как Божье присутствие поднимается с храма kā Dieva klātbūtne paceļās no tempļa и покидает его. un atstāja to. Здесь происходит то же самое. Te notiek tas pats. Бог оставляет свой храм, уходит из него, Dievs atstāja savu templi un iziet ārā no tā. потому что люди, которые там, Jo cilvēki, kuri ir tur, были готовы побить его камнями. bija gatavi mest viņam akmeņus. Однако, Tomēr, когда Иезекииль видит, что это присутствие Божье уходит из храма, kad Ecehēls redz, ka šī Dieva klātbūtne atstāja templi, куда оно уходит? kur tā pazūd? Kur В tā каком aiziet? направлении уходит присутствие Божье, когда оно покидает храм? Kādā virzienā aiziet Dieva klātbūtne, kad tā atstāja templi? На восток. Uz austrumiem. Те, кто были в библейской школе, вы знаете, почему это важно. Un tie, kas bija Bībeles skolā, zina, kāpēc tas ir tik svarīgi. В бытие всегда на восток означает прочь от Бога.
Pirmajā mūsu grāmatā vienmēr uz austrumiem nozīmē tālu no Dieva. И когда иудеев взяли в плен и увели их, куда их увели? Un kad jūdus sagūstīja gūstā un kur viņus aizveda? На восток. Uz austrumiem. И когда Божье присутствие оставляет храм и покидает храм, куда оно направляется? Un kad Dieva klātbūtne atstāja templi, kur tā dodās? К людям, которые в плену. Pie cilvēkiem, kuri ir Когда gūstā. людей уводят в плен, Kad cilvēkus aizved gūstā, они рабы, viņi ir vergi. их уводят в плен. Куда Божье Viņus присутствие уходит? aizved templī, kur aiziet Dieva klātbūtne. Туда же, к этим людям. Turpat pie šiem cilvēkiem. Потому что Бог не оставляет их. Jo Dievs viņus neatstāja. Иисус еще вернется в храм. Jēzus vēl atgriezīsies Он еще templī. вернется в Иерусалим Viņš vēl atgriezīsies Jeruzālēmē и умрет там un nomirs tur за этих детей дьявола. par šiem vēlna bērniem. Он умрет за них. Viņš nomirs par viņiem. Эти люди имеют видимость веры. Šiem cilvēkiem ir redzama ticība tikai. А на самом деле они готовы побить Иисуса камнями. Bet īstenībā viņi ir gatavi mest uz Jēzu akmeņi. А Он готов отдать свою жизнь за них. Bet viņš ir gatavs atdot par viņiem savu dzīvi. И Он это сделает. Un viņš to izdarīs. Он пришел для того, чтобы детей дьявола сделать детьми Божьими. Viņš atnāca, lai vēlna bērnus padarītu par Dieva bērniem. Но как Он это делает? Bet kā viņš to dara? Как может произойти такая перемена? Kā var notikt tādas pārmaiņas? Подумайте об этом. У вас есть родители у каждого. Padomājiet, katram no jums ir vecāki. Как ваши родители могут поменяться? Kā jūs vecāki var pamainīties? Как вы можете стать детьми другого? Kā jūs varat kļūt par cita bērniem? Невозможно. Ну, Nav iespējams. может быть, ты станешь частью другой семьи. Varbūt tu kļūsi par daļu no citas ģimenes. Может быть, ты станешь приемным сыном или дочерью. Vai tu būsi pieņemta meita vai dēls, Но факт остается фактом. bet fakts paliek par У faktu. тебя есть биологические родители, Tev ir bioloģiskie vecāki, и у тебя их гены, un tev arī ir gēnes, и ничто это не может изменить. un tas nevar mainīt neko. Как Kā дитя дьявола vēlna bērns может стать детем Бога? var kļūt par Dieva bērnu? Как такое возможно? Kā tas ir iespējams? Иисус не пришел, чтобы просто научить людей хорошо себя вести, понимаете? Jēzus neatnāca vienkārši, lai iemācītu cilvēkiem labi uzvesties. Человеческая проблема не просто в том, что мы плохо поступаем. Cilvēka problēma ir ne tikai tāpēc, tajā, ka mēs slikti rīkojamies. Наша проблема в том, что мы изначально дети дьявола. Mūsu problēma ir tā, ka mēs no paša sākuma esam vēlni bērni. Это не просто проблема поведения, Tā nav vienkārši uzvedības problēma. это проблема идентичности. Tā ir identitātes problēma. Дело не просто в том, что мы делаем, Lieta nav par to, ko mēs darām, а дело в том, кто мы есть. bet lieta ir par to, kas mēs esam. Следовательно, Un tāpēc эту огромную проблему людей šo milzīgo cilvēka problēmu невозможно решить просто хорошим поведением, nav vienkārši iespējams atrisināt ar labu uzvedību. потому что человек может очень хорошо себя вести, Jo cilvēks var ļoti labi uzvesties, но факта этого не меняет. bet fakti to nemaina. Он все равно в своей сути дитя дьявола. Pēc savas būtības viņš ir vēlna bērns. Поэтому есть хорошие люди, Un tāpēc ir labi cilvēki, которые, тем не менее, не принадлежат Богу kuri tomēr nepiedar Dievam, и принадлежат дьяволу. bet piedar vēlnam. И, конечно, такие люди могут обидеться Un, protams, tādi cilvēki var и apvainot. сказать: я же хорошо живу, я же хорошо поступаю, Pateikt, es taču labi dzīvoju, labi я rīkojos. никого не обманываю, я ни у кого не краду. Nemeloju, neviena neko nenozogu. Как ты можешь так жестко говорить, что я дитя дьявола? Kā tu vari tik strikti teikt, ka es esmu vēlna bērns? Потому что дело не в том, что мы просто делаем, Lieta nav par to, ko mēs vienkārši darām, а дело в том, кто мы есть. bet lieta ir tāda, kas mēs Чьи esam. гены, если хотите, у нас внутри. Kā gēnes mums ir iekšā, ja jūs tā vēlaties. Это поведением не меняется. Ar uzvedību to nevar izmainīt. И именно поэтому любое Евангелие, Un tāpēc jebkurš evaņģēlijs, которое просто требует от людей хорошего поведения, kas vienkārši prasa no cilvēkiem labu uzvedību, бессильно. ir bezspēcīgs. Это просто правило, это просто закон, Tas ir vienkārši noteikums, jeb likums, который не способен изменить жизнь человека, kurš nav spējīgs mainīt cilvēka dzīvi. потому что Jo он пытается изменить его поведение.
cenšas tas izmainīt viņa uzvedību. А нужно его гены менять. Bet vajag mainīt gēnas. Нужно его идентичность менять. Identitāte jāmaina. Поведение, то, что потом естественным образом проявится. Uzvedība pēc tam dabiskā veidā parādīsies. Поведение, все правила могут хорошо повлиять на внешний вид человека. Uzvedība, visi noteikumi var labi ietekmēt cilvēka ārējo Но само izskatu. по себе это не может изменить его сердце. Bet pats par būtību tas nemaina viņa sirdi. Поэтому этого мало. Un tāpēc ar to ir pamaz. Но так как же это исправить? Un kā tad to izlabot? Как это может измениться? Kā tas var mainīties? На самом деле все очень просто. Īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Нужно заново родиться. Vajag atkal piedzimst. Понимаете, это логично. Tas ir loģiski. Ты не можешь изменить своих родителей, Tu nevari mainīt savus vecākus, чтобы у тебя родители изменились. lai tavi vecāki mainītos. Единственный вариант Vienīgais variants – родиться еще раз – piedzimt vēlreiz от других родителей. no citiem vecākiem. Поэтому в том же Евангелии от Иоанна Иисус говорит о рождении свыше. Un tāpēc tajā pašā evaņģēlijā Jāņa evaņģēlijā Jēzus runā par piedzimšanu no augšienes. Только так человек, который принадлежит дьяволу, который является детем дьявола, Tikai tā tas cilvēks, kurš ir vēlna bērns un pieder vēlnam, он может стать детем Божьим. var kļūt par Dieva bērnu. Это дитё дьявола, Šīs vēlna bērns, оно должно viņam vajag духовно умереть. garīgi nomirt. И тогда рождается новое дитё, Un tad piedzimst jauns bērns, которое принадлежит Богу. kas pieder Dievam. И это называется рождение свыше. Un tas saucās par piedzimšanu no augšienes. Или рождение заново, второе рождение. Vai otrā piedzimšana. Только таким образом Tikai tādā veidā может поменяться идентичность человека. var pamainīties cilvēka identitāte. Когда меняется не просто его поведение, Kad mainās ne tikai viņa но uzvedība, когда меняется его сущность. bet mainās viņa Когда būtība. он в Иисусе Христе Kad viņš ir Jēzu Kristu становится новым творением, un kļūst par jaunu radību, новым человеком, par jaunu где все cilvēku, старое прошло, kur viss vecais ir pagājis, и теперь все новое. un tagad viss jauns. Об этом пишет Иоанн в Par 1 to главе, raksta Jānis 1. nodaļā, с 9 стиха. no 9. panta. «Был свет истинный, то есть Иисус, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире Он был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Это 8 глава, Tā ir 8. nodaļa. то, что мы сегодня читали. To, ko mēs šodien lasījām. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Nāca pie savējiem, bet viņi to neuzņēma. Однако. Bet tomēr А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога что? Родились. Новое рождение. jauna piedzimšana. Все мы с вами изначально, Visi mēs no jums no paša sākuma. если хотите, рождаемся в неправильной семье, Ja gribat, tad piedzimam nepareizā ģimenē, духовной. garīgajā. Дети дьявола. Vēlna bērni. Отец ваш дьявол, говорит Иисус. Un Jēzus saka, ka jūsu tēvs ir vēlns, Но Он пришел, чтобы это изменить. bet viņš nāca, lai to izmainītu. Он пришел, чтобы этих детей дьявола сделать детьми Божьими. Un viņš atnāca, lai šos vēlna bērnus padarītu par Dieva bērniem. Это те люди, которые думают, что они свободны, Tie ir tie cilvēki, kuri domā, ka viņi ir brīvi, а на самом деле рабы. bet īstenībā ir vergi. Это те люди, у которых в сердце не хватает места для слов Иисуса. Tie ir tie cilvēki, kuriem sirdīs pietrūks vietas Jēzus vārdiem. Это люди, которые ставят границы для Иисуса. Tie ir cilvēki, kuri noliek robežas Jēzum. Те люди, которые в начале главы могут верить в Иисуса, а в конце бросать в Него камни. Tie ir tie cilvēki, kuri nodaļas sākumā var ticēt Jēzum, bet nodaļas beigās mest viņam akmeņus. Иисус пришел, Jēzus nāca, чтобы это изменить. lai to izmainītu. Не просто поменять поведение людей, Ne vienkārši izmainīt cilvēka uzvedību, а чтобы поменять то, кем они являются. bet lai pamainītu to, kas viņi ir. Как кто-то говорил, Ka kāds bija teicis,
Иисус не пришел, чтобы плохих людей сделать хорошими. Jēzus nenāca, lai sliktus cilvēkus izdarītu par labiem. Он пришел, чтобы мертвых сделать живыми, Viņš atnāca, lai mirušos padarītu par dzīviem, чтобы изменить то, кем мы являемся, lai izmainītu to, kas mēs esam. а не просто то, что мы делаем. Nevis vienkārši, ko mēs darām. Есть много хороших людей на свете. Pasaulē ir daudz labu cilvēku. Хороших людей. Labu cilvēku. Но они Богу не принадлежат. Bet viņi nepiedar Dievam. Нужна смена идентичности. Vajag identitātes izmaiņas. Нужны новые гены внутри нас. Jaunas gēnas jābūt iekšā mums. И для этого пришел Иисус. Un tādēļ nāca Jēzus. И для этого Он тогда покинул храм, Un tāpēc viņš toreiz atstāja templi, чтобы потом в него вернуться, lai pēc tam viņā atgriezties, чтобы потом там пострадать, lai pēc tam tur ciestu, чтобы там отдать свою жизнь. lai tur atdot savu dzīvi, Для того, чтобы мы с вами, каждый из нас, lai katrs no mums могли бы заново родиться. varētu piedzimst vēlreiz. Не от крови, Ne no asinīm, не от плоти, ne no miesas, не от хотения человеческого, ne no cilvēka vēlmes, а от Бога. bet no Dieva. Для этого пришел Иисус. Tāpēc nāca Jēzus. И за это мы Его славим. Un par to mēs viņu godinam. Давайте помолимся. Un tagad lūksim.